Господа, я хочу сразу ввести вас в колорит древней земли, на которой вы находитесь именно сейчас. Я прочитаю вам всего несколько строк. Ты на чужбине и забыт, конечно, человек. Жалеет только сам себе сердечно человек. В своих скитаниях ни на час я радости не знал. По милой родине скорбит извечно человек. Господа, я уверен, что у каждого из вас перед глазами встал образ гонимого всеми бедами и ветрами несчастного изгнанника или мигранта, нищего дервиша в лохмотьях, и вы будете правы. Потому что настолько сильна в этих стихах обездоленность и тоска по покинутой Родиной. Между тем, господа товарищи, эти строки написаны человеком, у ног которого лежал весь полуостров Индостан, огромные пространства нынешних Пакистана и Афганистана. Человек этот обладал несметными богатствами, в числе которых был знаменитый на весь мир алмаз Кохи-Нур, главное украшение сегодня короны Британской империи. Имя этого человека Захириддин Мухаммед Бабур, основатель Великой империи моголов. Дорогие гости, дорогие участники форума, я рад приветствовать вас на земле, которой и были посвящены эти пронзительные строки великого полководца и поэта Бабура. Здесь вы имеете уникальную возможность подняться на вершину Сулайман-Тоо и пройтись по тропам, по которым ходил он, посидеть в домике, который построил он, и полюбоваться долиной, которой любовался этот великий человек. Уважаемые участники форума, история любит символы и знаки судьбы. И я считаю очень неслучайным нашу встречу именно на этой земле, с которой начинался блистательный путь нашего знаменитого земляка. Мы живем в эпоху перемен, в которых не советовали жить древние китайцы. Наша встреча проходит во время тектонических сдвигов в мировой истории и геополитике. Мы живем, когда ломаются вековые устои, и на смену старому идет новый миропорядок. Да, это нелегко, это порой страшно, но это интересно, это новые возможности и новые пути. Это кризис, но кризисы – это двигатель истории и прогресса. Именно так и никак иначе мы должны смотреть на все, что происходит сейчас с нами и с миром. Я не случайно предварил свое выступление коротким рассказом о Бабуре. Когда перед ним закрывались одни двери, он открывал другие. Путь, который он указал 500 лет назад и сейчас является дорогой огромных возможностей. Перед нами, господа, перспективы неисчерпаемых рынков. Необходимо только отойти от устоявшегося евроцентризма и обратить внимание на Азию. Если по воле судеб закрывается окно в Европу, которую прорубил Великий Петр, то мы готовы открыть ворота в Азию. Отсюда, с США, с Ферганской долины, может начаться новое цивилизационное освоение и развитие не только Центральной, но и всей Азии. Развитие на принципах мира, взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства. И роль большого российского бизнеса, пришедшего сюда с новым взглядом и с совершенно иными, чем прежде в истории парадигмами, может оказаться очень перспективной и взаимовыгодной для наших стран и всей Евразии. Уважаемые гости, в этом смысле я хочу обратить ваше внимание на еще один аспект необходимости присутствия в Азии и в нашей стране большого бизнеса из России. Именно бизнеса. Ведь там, где есть дело, где есть работа, где есть торговля, там нет места религиозному экстремизму, нет места войнам и социальным катаклизмам. Я уверен, что современные и наиболее перспективные возможности обеспечения безопасности стран, как Центральной Азии, так и России, лежат именно в этой плоскости. Кыргызстан – это страна,
расположенная на стыке трех мощных цивилизаций – европейской, представленной Россией, многотысячелетнего Китая и пассионарного ислама. Нельзя забывать и мощное притяжение западной цивилизации, долгое время манящее нас огнями изобилия, законности и порядка. Каждая из этих цивилизаций миссионерская по своей сути, то есть несущая свои ценности окружающему ее миру и зачастую навязывая их. Это одна из отличительных черт любой цивилизации, подразумевающая стремление нести свои ценности вовне, делиться с окружающим миром. И здесь Кыргызстан не одинок. Мы вместе в одном экономическом союзе. И за последние 10 лет впервые Кыргызстан выходит на первую позицию в ЕАЭС по уровню и темпам доходности бюджета, по росту экономики. У нас сейчас по итогам 8 месяцев 8% роста. В 2 раза увеличились прямые инвестиции и в 2 раза сократился отток капитала. Товарооборот с Российской Федерацией в сравнении с прошлым годом увеличился более чем на 42,3% и составил 1,7 миллиарда сомов. У нас более миллиона наших граждан работают, живут, учатся в России. Ежегодно они переводят в нашу страну более 2,5 миллиарда долларов переводов денег. И это действительно реальная помощь для нашей экономики, для наших граждан. Товарооборот, мы вместе с Российской Федерацией, наш товарооборот занимает тоже первое место. Но мы, к сожалению, находимся на 3-м месте, уважаемые представители российского бизнеса, по инвестициям в Кыргызстан. Очень хотелось бы, чтобы вы заняли первые места. За последние 1,5-2 года уважаемый глава государства Садыр Нуркожоевич Жапаров сделал все возможное для того, чтобы стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в нашей стране. Проведены конституционные реформы, и теперь глава государства является главой исполнительной власти. Я вас приветствую в 2 лицах, как председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, а также как и руководитель администрации президента нашей страны. У нас один аппарат, что дает нам возможность ускоренно решать все возможные вопросы и проблемы, которые у нас возникают. У нас парламент страны, который может в течение месяца принять любой закон, если это соответствует нашим интересам, интересам наших граждан. Со своей стороны, мы, находясь на этом перекрестке, как место встречи 3 великих цивилизаций, вместе с ЕАЭС, сделаем все возможное для плодотворного взаимодействия и сотрудничества. Открывая сегодня таможенный пост на границе с Узбекистаном, Алексей Логинович сказал очень ответственные слова нашим таможенникам, что они охраняют границы не столько и не только Кыргызской Республики, а что они охраняют границы России, Казахстана, Белоруссии и Армении. Для решения всех вопросов, которые возникают у нас внутри, у нас есть и свое видение, и есть открытость, и есть политическая воля. Уважаемые представители бизнеса, дело только за вами. Еще раз позвольте поблагодарить всех наших гостей за наш приезд и пожелать успехов нашему форуму. Спасибо.